Урок 8. Склонение местоимений. Ичуанхирар. Что такое местоимение? Местоимение – это часть речи, указывающая на предмет и выражающая значение указания в морфологических категориях числа и падежа. С личными местоимениями мы уже столкнулись во втором уроке. Теперь необходимо разобрать по полочкам возвратные, вопросительные, отрицательные и указательные местоимения. Однако для повтора материала я все-таки решил в этом уроке рассказать и про личные местоимения. Личных местоимений 4. Зу, ву, чу, кю. Для третьего лица употребляются субстантивированные формы указательного местоимения ам, он, она, абур, они. Склоняется личное местоимение по образцу существительных второго типа склонения. Разумеется, просто так их на русский язык не переведешь без контекста, но можно приблизительно объяснить хотя бы самые употребляемые. А с вас требуется просто выучить их, конечно, лучше учить их с контекстом, чтобы сразу запомнить. Итак, просклоняем личные местоимения в разных падежах лезгинского языка, а их у нас 18. По сути, мы знаем из первых уроков, как будет склоняться личное местоимение «зу», «я» в именительном и эргативном падежах. Приблизительно вот такая таблица у нас получается. Асул падеж – это именительный падеж «зу», «я», «ву», «ты», «ам», «он», «она», «чу», «мы», «кю», «вы», «абур», «они». Актив падеж – это эргативный падеж «за», «вуна», «ада», «чна», «кюне», «абуру». Талук улей падеж – это родительный падеж «зи», «ви», «ада», «чи», «кю», «абру», гунугий падеж – это дательный падеж «заз», «воз», «адаз», «час», «кёз», «абрус». Эргативный падеж местоимения «зу» образуется заменой флексии именительного падежа «у». Общей флексии эргатива и местного падежа первого покоя «а». Сравните именительный падеж «зу», эргативный и местный первый падеж «за». Эргатив местоимений «ву», «чу», «кю» образуется прибавлением к форме именительного падежа флексии «а», «е», которая в местном падеже первого покоя присоединяется к основе. Сравните именительный падеж «ву», эргатив «вуна», «чу», эргатив «чна», «кю», «кюне». Но местного покоя первого соответственно «в», «ча», «кё». То есть флексии «а», «е» принимает основу местоимения «в», «чо» и «кв» без показателя именительного падежа «у» и «ю». Второе однотипно посредством прибавления флексии, состоящей из одного только переднерядного гласного и «ю» к чистой основе корню местоимения «з», «в», «ч», «кв» образуется и форма родительного падежа собственно личных местоимений «зи», «ви», «чи», «кю». Теперь немного разберу личное местоимение «зу» в разных падежах с переводом на русский. Расскажу, как они переводятся на русский. Хочу сразу предупредить, что тут все зависит от контекста. Именительный падеж «зу», «я» или «меня» зависит от глагола. С каким-то глаголом может иметь значение «меня», а с каким-то другим «я». Например, «зу киликзову» – «я смотрю», «зу акозву» – «меня видят». Эргативный падеж «за», «я». Тут все очень просто, других значений нет. «За изво» – «я делаю». Родительный «зи», «мой», ну или «моё», «моя». Здесь тоже все легко. «Зистха» – «мой брат», «зивах» – «моя сестра». Дательный падеж «зоз», «мне» или «я». Все, как и в именительном падеже, зависит от глагола, а так в основном «зоз» – это «мне». Например, «зоза козву» – «я вижу», «зозце» – «дай мне». Местный первый падеж «зов» – «при мне». Тут все зависит от контекста. «Зовго» – «при мне» есть сейчас. Дальше я буду быстро разбирать с контекстом, так как не стану объяснять на этом уроке все выполняемые функции падежами, а просто хочу, чтобы вы узнали немного лексики, связанной с личными местоимениями в разных падежах. Исходный первый падеж «завай» от меня. «Воз завай учкан заво» – «что ты от меня хочешь». Направительный первый «завди», «завди рахамер» – «ко мне не обращайся». Местный второй «зак» – «со мной».
Зах галазрахамир, со мной не разговаривай. Исходный второй. Захай, с моей стороны. Захай кчажемир, не бойся меня, не испытывай страх с моей стороны, если дословно. Местный третий. Зак, подо мной, во мне. Зак азарко, я болен, во мне болезнь. Исходный третий. Закай, обо мне, про меня. Закара хамир, про меня не разговаривай. Направительный третий. Закти, из-за меня. Закти, адавай затни и еже звоч. Из-за меня у него ничего не получается делать. Местный четвертый. За, во мне. За, затнявоч, во мне ничего нет. Исходный четвертый. Зай, из меня. За, затни, акатнач. Из меня ничего не вышло, не выходило. Местный пятый. Зал, на мне. Тахсир залала. Вина на мне. Исходный пятый. Залай. От меня, с меня. Вири залая слую. Все зависит от меня. Направительный пятый. Залди, на меня. Залди ракурна. Направили на меня. Приблизительно вот такой расклад. В основном некоторые падежи практически не используются в разговорной речи, а заменяются послелогами, и следовательно где-то 10 падежей, можно сказать, отходят на задний план. Но нам падежи сейчас не нужны, про них поговорю в следующих уроках. Теперь переходим к возвратным местоимениям. Возвратные местоимения «вич», «жув», «чеб» условно переводятся на русский язык словами «сам» и «сами», хотя это только одно из употреблений этих слов. Наряду с этим местоимения «вич», «жув», «чеб» указывают на лицо или на предмет, который является объектом своего собственного действия. Например, «Вун садржвоскли» – «ты сперва на себя смотри». Местоимение «вич», «жув», «чеб» употребляется также и для усиления, и в этой функции они более соответствуют словам «сам», «сами». Например, «Аде вичи лгурай» – «пусть он сам скажет». Местоимение «жув» употребляется в первом и втором лицах единственного числа. Во множественном числе в первом и втором лицах вместо возвратного «жув» предпочтительно употребляются следующие личные местоимения «чу», «кю». Однако это не единственная особенность местоимения «жув», приближающая его к личным местоимениям. К местоимению «жув», как и к личным местоимениям первого и второго лиц, можно поставить только вопрос «вуж», тогда как к местоимениям «вич» и «чеб» можно поставить как вопрос «вуж», так и вопрос «вуч». Теперь немного покажу их склонение в падежах. Именительный падеж «жув», «вич», «чеб». Эргативный «жуво», «вичи», «чпи». Опираясь на эргативный падеж, склоняется в остальных падежах, как это уже было показано с личными местоимениями. Теперь перейдем к вопросительным местоимениям. Вопросительные местоимения «вуж», «кто» и «вуч», «что» обозначают соответственно вопрос о человеке, личности и нечеловеке, предмете. Если в русском языке все одушевленные отвечали на вопрос «кто», то в лезгинском на вопрос «вуж» отвечает только человек, то есть животные у нас отвечают на вопрос «что», «вуч». Помимо своего прямого и основного значения, вопросительное местоимение «вуч» употребляется и для постановки другого характера. Например, «Виерва лучья», «да чего ж ты красив», или «какая ты красивая», или «какой ты красивый». «Виксава луча, да чего ж ты добр». То же самое и тут. Какой ты добр, какая ты добрая. «Абруч гафария в налгузвайбур». Какие слова ты говоришь? Или что за слова ты говоришь? Вопросительные местоимения «вуж» и «вуч» в единственном числе имеют полную парадигму падежных форм. Во множественном же числе они располагают только формой именительного падежа «вужар» и «вучар». Например, «абурвужария» – эти кто? Эти люди кем являются? Адангле учарова, что у него было в руках, то есть количество предметов у него было больше, поэтому был задан вопрос именно во множественном числе. Теперь необходимо хотя бы в первых 4 падежах просклонять вопросительное местоимение. Именительный «вуж», «вуч», эргативный «ни», «кю», родительный «нин», «кю», дательный «низ», «көз». Дальше особенно местоимение «вуч»
будет склоняться, опираясь на дательный падеж, то есть будут добавляться суффиксы разных падежей. Перевод вопросов зависит от контекста. А мы перейдем к отрицательным местоимениям. К отрицательным местоимениям можно отнести «касни» – «никто», «задни» – «ничто», «ничего», «садни» – «ни один», «никто». Отрицательные местоимения «задни», «касни» не склоняются. В косвенных падежах вместо них употребляется словосочетание «сазадни» – «ничто», «ничего» и «сакасни» – «никто», а местоимение «садни» имеет в единственном числе полную парадигму склонения. Именительный. Садни – эргативный, садани – родительный, саданни – дательный, садазни и так далее. Указательные местоимения. В разряд указательных местоимений составляют слова «и», «ха», «ага», «ата», «вини», которые имеют общее значение «этот» или «тот». Выбор и употребление названных слов находится в прямой зависимости от места расположения предмета лица по отношению к участникам речевого акта или же от того, упоминался ли данный предмет в речи до этого или же на него указывается впервые. Так, местоимение «и» указывает на предмет, находящийся в близком от говорящего расстоянии или же который в момент речи говорящий держит в руках. Местоимение «га» указывает на предмет, о котором речь шла раньше и который известен обоим участникам коммуникации. Местоимение «ата» указывает на предмет, находящийся подали от говорящих и в стороне от них. Местоимение «ага» указывает на предмет, находящийся ниже говорящих. Местоимение же «вини» имеет антонимичную семантику и указывает на предмет, находящийся выше говорящих. Эти два местоимения семантически гораздо ближе к именам прилагательным, чем к местоимениям. Они употребляются в значении имен прилагательных, соответственно, нижний и верхний. Например, название села Винистал, Верхний Сталь и Агастал, Нижний Сталь. К примеру, в селении Агастал родился лезгинский поэт Сулейман Стальский, Стал Сулейман на лезгинском, если вы знаете. Склонение всех 5 рассматриваемых указательных местоимений аддиктивное и ничем, кроме показателя именительного падежа единственного числа, от склонения имен прилагательных не отличаются. Итак, склонение местоимений «и», «этот» и «га», «тот», именительный падеж, «и», «хам», множественное число, «ибур», «хабур». Эргативный «ида», «хада», множественное число, «ибуру», «хабуру». Родительный падеж «ида», «хада», в множественном числе, «ибуру», «хабуру». Дательный «идаз», «хадаз», во множественном числе, «ибуруз», «хабуруз» и так далее. Дальше все по схеме. На этом хотел бы закончить этот урок. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться, дабы не пропускать новые ролики. Нажмите на колокольчик, чтобы сразу увидеть новые видео и ставьте лайки. Увидимся на следующем уроке. Саграй!